Здравствуйте! Сегодня с вами 9-й выпуск «Вечернего совета», где члены Координационного совета отвечают на ваши вопросы и рассуждают друг с другом. Сегодня с вами я, Андрей Егоров, старший аналитик Центра европейской трансформации, и Наталья Дулина, уже бывший доцент Минского государственного лингвистического университета. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, начнем с первого вопроса, который, очевидно, адресован мне. Как дела и здоровье у Егорова? Встретил его в прошлый раз с Жодина, помню, шаурму он ел. Спасибо за беспокойство о моем здоровье. Чувствую я себя хорошо, хотя я переболел, не знаю чем, правда. Мои коллеги по камере, так сказать, у многих из них был ковид, и сейчас это довольно распространенный случай, когда люди переносят ковид. Сейчас довольно жесткие условия содержания, камеры переполнены и так далее. Ну, а меню, о котором здесь идет речь, конечно, выбираю не я. Когда вы выходите из тюрьмы, меню вам выбирают ваши друзья. Спасибо, что они встречают, и спасибо, что в прошлый раз вы тоже видели меня, видимо, встречая кого-то из своих друзей. Это очень важно. Второй вопрос. Как будут выбирать или назначать ректоров в университетах? Я так понимаю, вопрос о будущем. Я, что-то должна по этому поводу сказать. Ну, во-первых, из двух слов нужно выбрать одно, потому что это совершенно разные вещи, выбирать и назначать. На сегодняшний день ректоров назначают. И, естественно, это назначение идет сверху. И это, конечно же, не демократический способ решения, кто будет ректором. На моей памяти, где-то в начале 90-х годов, когда кончился советский период и еще не начался период в долгие 26 лет, как раз был такая возможность выбирать ректора. Я помню, что у нас в университете состоялись выборы, в них принимали участие все преподаватели и студенты, и мы действительно выбрали человека, которого большинство нас считало достойным стать ректором. И мы очень надеемся, что мы к этому вернемся, потому что, собственно говоря, университет – это такое место, которое в какой-то степени все-таки должно быть автономным. И решения, которые принимаются в том, что касается жизни университета, это решения, которые принимает ректор, но ректор, который является представителем всего коллектива, и преподавателей, и сотрудников, и студентов. Поэтому на вопрос, как будут выбирать или назначать ректоров в университетах, но мы полагаем, что ректоров будет выбирать, и выбирать его будет весь коллектив университета. Спасибо. Мне особенно нечего добавить к этому ответу, поэтому перейдем сразу к следующему вопросу. Считаете ли вы, что следует сократить количество бюджетных мест или поднять оплату за обучение? Я думаю, что вот в ответе на этот вопрос следует руководствоваться тем, что мы отвечали на предыдущий вопрос, что академическая свобода предполагает то, что университет является самоуправляемым сообществом. А это значит, что в принципе автономный университет, он автономен в значительной степени и в хозяйственном плане. А значит, что цена за обучение, количество бюджетных и платных мест в университете устанавливается самим академическим сообществом, исходя из того, как они понимают ситуацию развития университета, характер предоставляемого образования, экономическую способность университета справляться с этой ситуацией. Поэтому, и, конечно, рыночную стоимость образования, потому что мы в любом случае не можем устанавливать эти цены вне всякой связи с спросом и предложением на рынке образования. И да, в будущем автономные университеты будут соотноситься с этими рыночными законами действия. Это, конечно, не означает, что все образование станет платным, но, возможно, изменятся формы поддержки бюджетных мест. Например,
Это могут быть специальные целевые кредиты на образование, это может быть специальная поддержка талантливых студентов, которые поступают, и даже если они там не набирают достаточно проходного балла, например, они демонстрируют очень высокие успехи в профильной дисциплине, они могут освобождаться от оплаты за обучение и так далее. Ну, в общем, существует достаточно много гибких механизмов, которые позволяют сделать высшее образование доступным для студентов. Да, я хотела бы еще добавить, что действительно это должна быть очень гибкая система, и она должна учитывать и качественный момент. Вот действительно, Андрей правильно сказал насчет талантливых студентов. Потому что если университет будет самоуправляем, естественно, какие-то действия в каких-то случаях ректор и вообще руководство может совершать, пересматривая, может быть, какие-то как исключения, какие-то общие правила. И в том, что касается бюджетных мест, естественно, это все очень тонкая вещь, и действительно филигранное, и решение может быть просто зависеть от совершенно конкретных случаев. Но в этом и прелесть самоуправляемого организма, что он понимает, откуда он может взять и куда он может это переместить. Бюджетные места до сих пор всегда у нас ассоциировались с государством, то есть с неким таким, может быть, неким давлением со стороны государства. То есть бюджетные места – это значит, вот мы под контролем это держим, это мы вам эти бюджетные места предоставляем, потому что вы не платите за обучение, государство за вас платит. Но, опять-таки, очень важно при этом понимать, что действительно на рынке есть масса способов как-то поощрять студентов, может быть, частично снимать плату или каким-то образом их даже премировать и освобождать от оплаты обучения. То есть, наверное, ключевым словом здесь, пожалуй, будет гибкость. Угу. Ну и еще, наверное, важно добавить, что реформа образования сама по себе и вот автономизация университетов – это не то, что делается быстро. То есть реформа образования – это достаточно долгий процесс, и просто так сказать университету: вот завтра вы автономные, как бы так не получится. То есть и академическое сообщество, университеты, управление в университетах и хозяйственная часть должна быть готова к переходу на автономию. Так что, как бы, если, предположим, все меняется очень скоро, то, скорее всего, каких-то радикальных реформ вот в этой части в образовании белорусском не будет. То есть, скорее всего, и количество бюджетных мест, и оплата за обучение останется той же, какой она была, и вся система будет работать некоторое время так же, как она работала. То есть изменения самые вот быстрые, они коснутся там деидеологизации образования, дебюрократизации образования, повышения качества образования, создания альтернативной системы, например, оценки качества, повышения уровня и роли академического сообщества на начальных этапах. И уже затем, при готовности этих университетов, постепенно они будут переходиться на автономные рельсы, в том числе будет и меняться как бы сама система того, как осуществляется оплата за обучение и вот на каких основаниях она строится. То есть вот просто так быстро, как бы быстрых решений в образовании, как и, наверное, в любых других сферах в Беларуси, вот ждать не нужно. Я даже опасаюсь вот этих радикальных как бы изменений, чтобы Конечно, мы не и потом наломали все-таки дров. это очень завязано на экономике, поэтому сбрасывать это со счетов нельзя. И здесь радикализация как раз это очень плохой способ. Ну, вот мы сходимся здесь. Следующий вопрос. Ждем ли после смены власти парламентскую республику, чтобы больше один человек не мог за нее держаться и единолично принимать решения?
Понимаете, то есть смысл не в том, какая именно республика, там, смешанная, там, президентская, полупрезидентская, парламентская республика. То есть сама по себе никакая система не гарантирует того, что она не может быть сломана, что демократическая система не может быть захвачена популистами, которые как бы создадут на ее месте какую-то новую там, авторитарную республику. Поэтому нам нужно понимать, что как бы та система общественного устройства, она как бы будет требовать не только вот реорганизации институтов, и мне сложно сказать, какой она должна быть в идеале. То есть, если посмотреть на наших соседей, то есть мы имеем ну, там, демократическую президентскую республику, например, в Украине, как бы и парламентские республики в большинстве балтийских стран, где во всех, да. Там парламентской республики, где президент играет ну, символическую роль представительную. То есть это такие республики, где главный это премьер-министр и парламент. Но опять же, какой будет белорусская система, мне кажется, что нужно решать в процессе ну, такой достаточно широкой общественной дискуссии и работы ну, специального квазипарламентского органа, такого как Конституционное собрание. То есть после того, как меняется система в этом переходном периоде, необходимо избрание ну, вот такого конституционного собрания, который, будучи достаточно представительным органом, займется разработкой такой конституции. В общем-то, как бы такой процесс перехода имеет свои примеры. Ну, например, вот Испания в свое время после крушения режима Франко она избирала специальный парламент, такие конституционные кортесы, как бы это называлось, ответственность которого была разработка и принятие новой конституции. Я думаю, что как бы этот путь, ну, с моей точки зрения, является логичным и правильным. Что касательно меня лично, мне больше симпатична парламентская республика, которая характерна для стран Северной Европы в основном. И мне почему-то кажется, что вот по своему национальному характеру и способу урегулирования политических дел Беларусь скорее вот такая Северная Европа, и, возможно, парламентская республика будет более соответствовать нашим интересам ну, и способу нашего политического участия. Ну, кстати, не только Северная Европа, в той же Италии это парламентская республика. Да, но там постоянные кризисы этой республики. Да, это да. Это да, тем более многопартийность сюда тоже очень, так скажем... Ну вот это очень интересно, потому что при том, что вот в Италии, да, парламентская республика и постоянные кризисы, в принципе, это не мешает им, с одной стороны, развиваться и в экономическом плане тоже, то есть это не как бы трагедия, то есть просто это так система устроена. А вот в Северной Европе они умеют как-то договариваться и создавать эти правительства меньшинства. То есть, когда ни одна партия не является доминирующим, и всегда сформируются такие коалиции меньшинства, но они оказываются достаточно устойчивыми, как бы, и вот в течение там, всей каденции от выборов до выборов могут сформировать устойчивое правительство. Да, но состав коалиционного правительства, насколько я понимаю, все-таки зависит от выборов в парламент. Конечно. И именно отсюда вот, это все формируется. Ну и потом... Вот тут вторая часть этого вопроса, чтобы больше один человек не мог за нее держаться и единолично принимать решения. Но если будет правовая система построена правильно, то ну, один человек не перевернет ее. То есть это уже будет не диктатура желания одного человека, а он должен просто действительно на вот этом правовом поле, на основе тех законов, которые существуют. То есть один человек не должен решать, если пришел этот человек, то будет так, если пришел какой-то другой человек, то будет вообще все совершенно по-другому. Такого быть не должно в принципе. А если говорить о парламентской республике, то вот когда я увидела этот вопрос, мне сразу захотелось сказать «ждем», потому что я с вами согласна. Я тоже считаю, что для Беларуси это такой естественный путь, более естественно для нашей страны быть парламентской республикой. Но все равно, понимаете, и премьер-министр тоже, если, в общем, это человек ну, с такими нездоровыми амбициями, он тоже может
наделать дело. Ну, вспомним Муссолини, в конце концов. Он же был премьер-министром. Да, конечно. А во что все превратилось? Так что, Италия была тогда просто не парламентской республикой, а монархией, но все равно, в общем, представлял страну именно премьер-министр, а уже король играл роль такого вот, значит, объединителя страны и так далее. Ну, то есть, в сути, важен баланс между различными ветвями власти. То есть, если мы способны создать вот достаточно хорошую систему сдержек и противовесов в новой конституции Беларуси, то разные ветви власти, они будут сдерживать друг друга. И тут важна не способ, то есть важно не какая именно там смешанная республика или парламентская республика, а как мы сможем найти вот этот баланс между разными ветвями власти, чтобы ни одна из них не могла доминировать, и они взаимно друг друга сдерживают. Хорошо, следующий вопрос, который я хотел бы задать вопрос. Может не создавать гонку президентских выборов, которая начнет делить общество на довольных выборами и недовольных, а создать коалиционное правительство, которое бы навело правовой и экономический порядок в Беларуси с перерегистрацией партий и регистрацией новых для того, чтобы понять, чего хочет общество. Наталья, что вы можете сказать по этому поводу? Вот я, может быть, не такая уж специалистка по таким вот вопросом, но у меня такое ощущение, что здесь немножечко телега поставлена перед лошадью. Но опять-таки, если мы говорим о каких-то уже устоявшихся принципах и процедуре, поскольку, что такое коалиционное правительство? Мы только что сказали, что это правительство, которое состоит из представителей разных партий, я так понимаю, то есть представителей разных групп. И они как бы вот эту ситуацию, этот баланс сохраняют. Но, насколько я понимаю, в западных странах, которые вот так процедурно ведут, значит, вот действия в этой области, сначала идут парламентские выборы, и в зависимости от того, какие партии или движения, которые до этого в предвыборной гонке объясняют, каковы их политические, скажем так, настроения и что они могут предложить, и уже затем люди, в зависимости от того, как они это видят, кому они больше склонны